Казахстан не сможет отказаться от суперпрезидентской системы правления. Так считают гражданские активисты и предлагают бойкотировать намеченные планы властей. И подчеркивают, проведение референдума, анонсированного Токаевым, абсолютно незаконно. Президент. Токаев не имеет морального права проводить референдум, потому что он не президент, а всего лишь назначенец, потому что его выбрал Назарбаев. 20 лет Токаев был в высших эшелонах власти. Каких реформ за это время он добился? Нет их и сегодня. Референдум состоится уже 5 июня, через несколько дней. А большинство казахстанцев, по словам гражданских активистов, даже не знают, за что им предлагают отдать свой голос. Простым людям не объясняют, какие изменения предлагают внести в Конституцию. Нет никакой разъяснительной работы, и люди не совсем понимают, за что их просят проголосовать. Даже в бланках на референдуме будет всего один вопрос с выбором ответов «да» или «нет», а уж как потом готовят результаты, всем хорошо известно. По мнению общественников, прежде чем проводить референдум, чиновники должны были спросить у казахстанцев, каких изменений в жизни страны они хотят больше всего. Но этого не произошло. Вначале было объявлено, что для того, чтобы в основном снять все прерогативы первого президента. Но в данном случае получается, что они скрытно оставляют 46-ю статью основного закона нашего Конституции, где все эти привилегии остаются. Но обманывать народ уже достаточно, хватит. На проведение референдума в Казахстане потрачено больше 38 миллионов долларов. Эти деньги, говорят активисты, можно было использовать для решения насущных проблем казахстанцев. Поправки планируют внести сразу в 33 статьи Конституции. Среди них расширение полномочий парламента, запрет на членство в партии силовиков и отдельных чиновников, а также полный отказ от смертной казни и возрождение Конституционного суда.